Уважаемые жители Республики Коми, добрый день! Сегодня у нас особое включение, сегодня праздник, Светлое Христово Воскресенье. Всех православных и просто, кто прикасается к этому светлому дню, поздравляю с этим праздником. Желаю всем, конечно же, света, радости, тепла, взаимопонимания, веры, надежды и любви. Два слова по цифрам. Мы на сегодняшний день приросли на 7 случаев. На сегодняшний день у нас 481 случай подтвержденных COVID+. Под наблюдением продолжает оставаться 4298 человек и выздоровело 21 человек. Понимая, что, и я вам об этом постоянно говорю, что у нас близится пик заболеваемости, мы ждем конец апреля, начало мая. Я попросил Михаила Альбертовича Мурашко, министра здравоохранения России, направить специалистов с тем, чтобы еще раз вместе посмотреть все те планы, которые мы наметили, все те маршрутизации, по которым мы сегодня работаем и будем работать на пике, и отработать алгоритмы по лечению, по ведению больных на амбулаторном режиме, на ведению больных в стационаре. В связи с этим сегодня прибыла, несмотря на праздник, несмотря на то, что сегодня воскресенье, группа специалистов из Федерального министерства здравоохранения во главе с заместителем министра Олег Владимирович Гриднев возглавляет эту группу. И сегодня мы провели большое совещание, и дальше коллеги пошли работать, что называется, на землю. То есть сегодня они пройдут все наши маршруты, как я уже сказал, и амбулаторные, и стационарные, посмотрят все основные стационарные больницы, которые мы готовим под ковид, под госпитализацию. И дальше мы снова будем встречаться и обсуждать, где у нас есть тонкие места и где нужно усилиться, в том числе и, может быть, за счет федеральных ресурсов, федеральных резервов. В последние дни у меня очень много поступает от вас звонков в связи с тем, что вот этот паёк, школьный паёк для детей, который сейчас вы получаете во время дистанционного обучения, он очень скудный. Я дал поручение, коллеги посмотрели, и мне доложили, что действительно это так. И, конечно, это неправильно. И я попросил, дал поручение, чтобы посмотрели, что можно по этому поводу сделать в плане увеличения, расширения этого пайка. Мы взяли тайм-аут, буквально день-два, мы разберемся, потому что это точно нужно делать, точно нужно этот школьный паёк увеличивать, расширять, но под это нужны будут деньги. И самое главное, мне сейчас коллеги должны доложить по как раз этим дополнительным средствам, которые на это потребуются. В ближайший день-два я по этому поводу вам доложу уже с конкретным результатом. Сегодня хотелось бы, хотя я понимаю, что у нас еще много работы впереди, но я хотел бы все-таки даже промежуточно поблагодарить всех тех, кто сегодня на передовой. Всех тех, кто сегодня непосредственно либо оказывает медицинскую помощь, либо способствует оказанию медицинской помощи. Это, конечно же, в первую очередь и врачи, и средний медперсонал, и технические работники всех служб, и скорой помощи, и стационаров, и, конечно же, все наши помощники, и волонтеры, и работники полиции, и работники МЧС, и просто неравнодушные все люди, и руководители бизнеса, и люди, которые проявляют солидарную ответственность и помогают в борьбе с коронавирусом. На сегодня все, заканчиваю. И, конечно же, хочу снова напомнить о режиме самоизоляции. Не нарушайте его, пожалуйста. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, до завтра.